Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной и контролируемой. На 6 ноября 2020 года на территории республики зарегистрировано 203 новых случаев коронавирусной инфекции, исходя из новой методики с учетом вирусоносителей Роспотребнадзора Российской Федерации. При этом необходимо обратить внимание, что в столице республики зарегистрировано 117 новых случаев. Остальные случаи приходятся на районы нашей республики. На позиции, которая сегодня санитарно-эпидемиологическая существует, доля заражений, доля инфицированных в районах и в столице города начинает делиться в размере 50/50. Поэтому непосредственно сегодня основные упоры в том числе делаются на усиление работ в наших районах, улусах республики. Необходимо обратить внимание, что новых 11 случаев достаточно в спокойном районе зарегистрировано в Кобяйском районе. И, соответственно, там сегодня проводится ряд мероприятий, направленных на то, чтобы предотвратить возможное распространение в большем объеме коронавирусной инфекции уже исходя из локальных ситуаций. Достаточно сложной остается обстановка в Нюрбинском районе, исходя из той групповой заболеваемости, которая возникла в доме-интернате престарелых. Вчера вместе с главой района и главным врачом больницы были осмотрены в селе Антоновка новые помещения для размещения больных. Проведена встреча с работниками, которые сегодня заходят, и на настоящий момент в Нюрбинском районе начнется в том числе госпитализация вновь в открытые койки. На сегодня необходимо обратить внимание, что основной задачей глав муниципальных образований на территории наших районов является контроль за соблюдением мер, которые определены указами главы Республики Саха-Якутия. Помимо масочного режима, одним из основных пунктов является работа на удаленке более 50% работников учреждений, которые как подведомственны муниципалитету, так и находятся на территории района. Анализ поездок в западную группу улусов показал на ситуацию, при которой, если муниципальные учреждения образования и вообще подведомственные муниципальные учреждения находятся под контролем у муниципалов, государственные учреждения республиканского подчинения, а также частные предприятия в какой-то мере остаются без внимания. Я обращаю внимание на следующий момент. В соответствии с федеральным законом о чрезвычайной ситуации в Российской Федерации Республика Саха-Якутия находится в режиме повышенной готовности. Те нормативно-правовые акты, которые принимает глава республики, они касаются всех и являются обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации, в том числе и каждого муниципального образования и каждого учреждения. С учетом того, что у нас начали вновь регистрироваться, в том числе и в районах, непосредственно групповые заболевания в ряде организаций, то сегодня главам муниципальных образований поставлена задача отрабатывать по каждому очагу в любой организации, какой бы ведомственной подчиненности она ни была. За сутки лабораториями республики у нас проведено 5362 исследования на коронавирус. Дальше продолжается работа по уменьшению количества суток по ожиданию анализов. Определенные есть и успехи, когда быстрее мы осуществляем эту процедуру. Но есть также и определенного рода и объективные, и субъективные обстоятельства, при которых не всегда удается достичь 3-5-дневного ожидания по анализам. Все случаи рассматриваются индивидуально и затем корректируется ситуация. Сегодня решением оперативного штаба под руководством Айсена Сергеевича Николаева дана установка всем лабораториям республики работать в выходные дни, в том числе и лабораториям, которые не находятся в ведении республиканских властей Северо-Восточного федерального университета.
Необходимо обратить внимание на то, что я говорила, что у нас сегодня больных, и министр здравоохранения на это обращает внимание. Основными больными у нас являются больные возраста старше 65 лет с осложненными заболеваниями. К сожалению, имеем мы сегодня и летальные случаи. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных случая. Появились летальные случаи и в районах республики. Поэтому четкая маршрутизация решения вопросов по тяжелым больным сегодня находится на, безусловно, дальнейшем контроле. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем гражданам: берегите своих близких, берегите своих старших людей и беспокойтесь об их здоровье. Ольга Валерьевна, Это был брифинг регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Сейчас эфир продолжит выпуск новостей. Не переключайтесь. В стационары стало поступать больше пожилых и больных коронавирусом в тяжелом и средне-тяжелом состоянии. Об этом рассказала начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Екатерина Трифонова. По ее словам, это связано с изменением в критериях госпитализации. Среди поступающих много больных с большим процентом поражения легких. Есть люди с дыхательной недостаточностью. Весной таких пациентов было гораздо меньше. Также, по словам Трифоновой, очень много пожилых, у которых ковид протекает тяжелее на фоне сопутствующих патологий. Весной такие люди придерживались жесткой самоизоляции, а сейчас, видимо, расслабились, стали больше контактировать с друзьями и родственниками и чаще заболевают, рассказала начальник центра. На горячую линию Минздрава в сутки поступает до 400 звонков. Граждане жалуются, что не могут дозвониться до своих поликлиник. На помощь могут прийти мобильные приложения, такие, например, как облачная поликлиника и медсеть. О работе онлайн-сервисов Юлия Михайлова. Сотрудников нашей компании допускают на работу только при наличии маски и после замера температуры тела. Пока все в порядке. Ну а если термометр зафиксирует высокую температуру, сотруднику необходимо будет вернуться домой и вызвать врача на дом. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Дозвониться до поликлиники бывает непросто. Вызвать участкового врача на дом можно с помощью приложения «Облачная поликлиника». Приложение заработало с апреля 2020 года. С помощью приложения можно взять справку для ребенка в детский сад, оформить больничный лист, проконсультироваться с врачом. Не дозвонившись до поликлиники, многие якутяне атакуют горячую линию Минздрава. Сюда звонки поступают беспрерывно. Алло, здравствуйте, горячая линия слушает. Говорите. На линии дежурят медсестры, врачи, страховые агенты. В горячую линию Министерства здравоохранения Республики количество поступающих звонков в день сохраняется в районе 350-400 звонков. Режим работы горячей линии круглосуточный. Операторами на данный момент работают врачи, медсестры, специалисты территориального фонда обязательного медицинского страхования и страховых компаний. Многие занимают линию по вопросам, не относящимся к пандемии. К примеру, как получить консультацию узкого специалиста, оформить санаторно-курортную карту и другим. Между тем, на линию не могут прорваться те, у кого обнаружились первые признаки ковид. Высокая температура, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сухой кашель, боль в горле. Степень тяжести заболевания определит участковый врач. По результатам анализа на ковид будет назначено лечение. При более тяжелых признаках больного госпитализируют в стационар. Сохранение температуры тела выше 38 градусов в течение 3 дней. Также снижение насыщения крови кислородом ниже 95%. Также наличие признаков пневмонии более 25% поражения. Подлежат госпитализации также лица с сопутствующими заболеваниями, такими как хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, лица, получающие гемодиализную терапию и другие. В эти дни, когда накалены до красна телефоны колл-центров, поликлиник и горячей линии Минздрава, можно воспользоваться приложениями «Облачная поликлиника» и вызвать врача на дом с помощью приложения «Медсеть». Юлия Михайлова, Павел Пахомов. Новости, Якутск. Китай приостанавливает въезд из России по визам и виду на жительство. Также в сообщении на сайте посольства КНР сказано, что в связи с эпидситуацией объявляется о временном приостановлении въезда в Китай лиц, в том числе следующих на работу, для решения личных вопросов и воссоединения семьи.
Ограничения не коснутся лиц с дипломатическими служебными визами, визами вежливости и визами категории С, выдаются членам экипажей международных транспортных средств. Иностранцы, которым нужно срочно въехать в Китай, можно подать заявление на получение виз в посольство КНР в России. Въезд в Китай по визам, выданным после 3 ноября, также разрешен. Министерство иностранных дел России, между тем, просит россиян отложить поездки за рубеж на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом заявила в четверг на брифинге представитель ведомства Мария Захарова. Пережитые многими россиянами в ходе первой волны пандемии риски, такие как невозможность вернуться на родину на неопределенное время, отложенная возможность возвращения, карантины, практически блокада в целом ряде государств, городов, населенных пунктов. К сожалению, все это актуально и сегодня, и, возможно, даже не меньше, чем прошедшей весной, добавила Захарова. Проблема дефицита лекарственных средств стала в Алекминском районе. Это происходит последние 2 недели. Речь идет о ряде противовирусных средств и антибиотиков. Аптеки и аптечные пункты стараются закрыть запрос жителей, но далеко не всегда это получается. Елена Фаст с подробностями. С проблемой дефицита лекарственных препаратов столкнулись жители Алекминского района. Получив рецепт, люди направляются в аптеку, где чаще всего в наличии далеко не все. Буквально в эти дни большой завоз в 76-ю аптеку, в том числе и орбидол, но только 100 упаковок. Нету препаратов у поставщиков наших. Вот. Если есть, но в очень минимальном количестве. И до нас это вообще не доходит никак. Мы не успеваем даже заказать. Ну вот Сахафармации получили орбидол 100 упаковок. Практически это ничего. Но тоже товар маркированный. Новая программа «Чистый знак», задуманная с лучшими намерениями, пока создала искусственный ажиотаж спроса. По требованию необходимо отсканировать каждую упаковку и ждать ответа, есть ли он в базе. Получается, даже при наличии препарата в аптеке выпустить его в продажу можно лишь по подтверждении. Вот приходится ждать, пока это все подтвердится на сайте, пока этот товар появится там, только тогда мы можем его продавать. К этому прибавился и повышенный спрос на ряд препаратов, он очень велик. Зачастую его нет и у поставщиков. Есть противовирусные препараты анаферон, кагацелы, но нет проблема в том, что нет орбидола и очень мало гриферона. Это идет по протоколу врачей при лечении COVID-19. Орбидол у нас отсутствие до конца сентября он у нас был, но возникли проблемы в связи с честным знаком, маркировка на лекарственные препараты. Из-за этого возникла проблема, что система не так еще вошла в работу. Есть вопросы и по сельским пунктам аптек, пока они получают препараты осеннего запаса. А учитывая качество связи, в селах ввести программу в действие будет очень проблематично. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Следователи Екатеринбурга не нашли криминала в гибели 28-летнего летчика из Якутии Руслана Валеева. По версии специалистов, мужчина страдал от галлюцинаций, которые начались на фоне высокой температуры, а также от осложнения тяжелого инфекционного воспалительного заболевания. Напомним, что перед побегом он лежал в госпитале с температурой и подозрением на COVID-19. По словам врачей, у него был бред. Что касается повреждений горла, то версию о стекле, которая звучала в первые часы после обнаружения тела, отбросили в ходе следствия. Несколько проколов в районе шеи, когда перелезал, соскользнул и распорол горло прутьями зеленого забора. Специалисты вырезали кусок, чтобы сравнить диаметр отверстий, он совпадает, пояснил источник. При этом родным Руслана Валеева такая версия кажется малоправдоподобной. Напомним, родные вернулись в Якутск с телом Руслана. Следователь, который вел его дело, вчера объяснил им, что передал другому специалисту. Телефон погибшего мужчины, данные из которого могли бы пролить свет на загадочную трагедию, до сих пор не нашли. До 13 ноября муниципальным образованиям, не получившим паспорта готовности к отопительному сезону, необходимо отработать замечания Ленского управления Ростехнадзора. Об этом сказал первый замминистра ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. На сегодняшний день паспорта готовности получили 38 из 45 муниципальных образований Якутии. Пока не получили город Нерюнгри, Нерюнгринский, Алайховский, Анабарский, Верхний Колымский, Мегино-Кангаласский, Усть-Майский районы. Наибольшее количество замечаний наблюдается у Усть-Майского района.
Первый участок автозимника «Сибян» открыт в Кобяйском районе. Это участок дороги в направлении из села Батамай в село Сигянкёль. Движение разрешено для транспорта с общей массой до 20 тонн. В ноябре планируется открыть движение по автозимникам на участках Ленск-Хамра и Хампа-Мукучи, а также на ледовом автозимнике через реку Амгу. День профессии будущего под таким названием в Якутске впервые проходит республиканское мероприятие, целью которого стала популяризация профессии будущего среди школьников, родителей и учителей. Проводит его Центр опережающей профессиональной подготовки. По понятным причинам мероприятие проходит в онлайн-формате на платформе Zoom. Модераторы – опытные профориентаторы Центра. В течение дня расскажут участникам о мире профессий будущего, а также о том, какие профессии будут востребованы в Якутии в ближайшее время. Кроме того, в ходе вебинара участники узнают, для чего придуман атлас новых профессий и насколько действительны его прогнозы. Желание принять участие в мероприятии уже изъявили более 700 человек. Работники Центра уверены, что в течение дня их количество будет только расти, так как тема выбора будущей профессии является актуальной. Помимо лекций, организаторы проведут для школьников мастер-класс по поиску бизнес-идей, а также планируется интервью со школьниками, которые уже ведут свой бизнес. В рамках моих мастер-классов я проведу интерактивную игру, где в формате беседы и квест-игры мы с ребятами узнаем, какие будут востребованные профессии и, самое главное, то, как связать это со своим будущим. Дети интересуются профориентацией с большим интересом, потому что все-таки тот выбор, который мы должны сделать, он важен каждому из нас, и этот момент наступит для каждого из нас. Потому что все равно школа рано или поздно она закончится, и то, чем будет заниматься ребенок, зависит от его выбора. Нужно учитывать, что та профессия, которую получит ребенок, она будет востребована, когда он выйдет на рынок труда, потому что, мне кажется, не имеет смысла учиться на ту профессию, по которой ты даже не попробуешь поработать. Радио Саха, ныне Тетим, 90 лет в эфире. Впервые слова «Говорит Якутск» прозвучали на якутском и русском языках 7 ноября 1930 года. Тогда вышла первая передача с участием видных государственных деятелей региона. Сегодня республиканское радио является одним из самых оперативных средств массовой информации Якутии и единственным радиоканалом, работающим на весь регион. В ногу со временем. В прошлом году радио запустило специализированное приложение «Тетим Радио», которое позволяет слушать его на родном языке из любой точки мира. Специально к юбилейной дате у нас выходят 2 книги. Одна книга посвящена именно 90-летию нашего радио, называется «Тетимнях Сахарадиета». Там есть и история, и наши сегодняшние работники, и туда вошли тоже пожелания наших постоянных гостей и постоянных слушателей. Якутские борцы Владислав Андреев и Нюргун Скрябин стали победителями Кубка Беларуси. Они выступали в качестве легионеров за Братскую Республику. 33-летний Владислав Андреев боролся в весовой категории до 61, а 30-летний Нюргун Скрябин весит до 65 килограммов. По мнению спортивных журналистов, следивших за состязаниями, якутяне боролись легко и непринужденно. Все свои схватки закончили ввиду явного преимущества досрочно. Так, в 3 схватках Андреев набрал 35 очков, а Скрябин 34 очка. Теперь якутские легионеры будут готовиться к чемпионату мира, который должен пройти в декабре в Белграде, Сербия. На это пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.